Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Авиакомпания «Якутия» начала реализацию субсидированных билетов для всех желающих. Почему в программу не включили «Аэрофлот»? В Алдане продолжается отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. На арену выходят сварщики и автомеханики. В мае следующего года в Арылахе откроют музей. Его посвятят памяти переселенцев из села Той-Хая. Расскажем, куда обратиться желающим передать экспонаты. Авиакомпания «Якутия» начала реализовывать субсидированные билеты в центральные города России. Перелеты Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург без учета комиссии стоят 9200 рублей. Это стало возможным благодаря упорной работе властей республики с федеральным центром. С сегодняшнего дня региональный перевозчик начал реализацию долгожданных субсидированных авиабилетов. Они доступны только для жителей с дальневосточной пропиской. Всего авиакомпания «Якутия» должна реализовать по этой программе 7000 билетов. Дополнительно, что хотелось бы отметить, что период полетов, к сожалению, пока ограниченный до конца ноября. Это связано с тем, что основное действие постановления, оно действует с марта по конец ноября. Вот. Дальнейшее там на декабрь это опять-таки рассматривается в правительстве Российской Федерации. Могу сказать, что находится, скажем так, на контроле. Ну, надеемся, что тоже решится по поводу декабрьских полетов и на 2022 год. Поэтому авиакомпания «Якутия» является социально значимой авиакомпанией в республике, да, и социально ориентированной, подала заявку, нам ее подтвердили, и с сегодняшнего дня мы открыли эту продажу. Между тем, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики объяснили, почему авиакомпания «Аэрофлот» не получила субсидию на перевозки пассажиров в регионе. Это в первую очередь связано с тем, что в 2019 году перевозчик прервал полеты в столицу Якутии в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Одним из условий и требований правил предоставления субсидий является, соответственно, соответствующий объем перевозок пассажиров из определенного аэропорта, и Аэрофлот не подавал заявку на аэропорт Якутска, а подал заявку там, где он традиционно в последнее время летал. Это Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск, и возможно они подадутся в последующие периоды. В регионе продолжаются кадровые перестановки. Степан Саргадаев освобожден от должности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев в своем инстаграм-канале. Отметим, Степан Саргадаев занимал должность министра с 2018 года. Теперь к эпидобстановке. Коронавирус продолжает достигать новых максимумов заражения в Якутии. На сегодня выявили 282 заболевших. Из них в Якутске 145. 14 заболевших в Усть-Алданском районе, 13 в Булунском, по 12 в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. 11 случаев ковид выявили в Намском районе, 8 в Чурапчинском, 7 в Татинском. Еще в 13 районах республики фиксируют от 2 до 6 заболевших. По решению районного оперштаба школьники Мирнинского района уходят на каникулы сегодня, а не с 1 ноября, как планировалось изначально. Из-за пандемии ученики не будут ходить на занятия 11 дней, а не 7, то есть за парты предположительно вернутся 7 ноября. На фоне растущего количества заболевших ковид власти района рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Сидеть дома не придется воспитанникам детских садов. Учреждения работают в штатном режиме. Это вынужденная мера, связанная с ростом заболевания, поэтому Мирнинское районное управление образования рекомендует родителям, чтобы контролировали детей, чтобы дети меньше находились в местах массового скопления людей, в магазинах, побольше сидели дома. В Якутске на светофорах перекрестка улиц Чайковского и Каландарашвили установили новые дополнительные секции с белолунным сигналом. Они предупреждают водителей о том, что нужно уступить дорогу пешеходам при выполнении поворота. Это нововведение является требованием нового ГОСТа для перекрестков, на которых автомобильный поток пересекается с потоком людей, переходящих проезжую часть.
Планируется, что в текущем году такие дополнительные секции появятся на ряде перекрестков с самым высоким показателем по аварийности, а до конца следующего года белолунным светом снабдят все перекрестки города. У нас все светофорные объекты как раз работают именно одновременно и для пешеходов, и для транспорта. Но данные сигналы светофора дополнительные, они предупреждают именно предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые наезды на пешеходов на светофорных объектах, где установлены на перекрестках у нас. В Алдане продолжается отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. В компетенции техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Знаниями и навыками меряются 5 участников. 3 студенты Алданского политехникума и 2 сотрудников промышленных предприятий. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. Соперникам предстоит выполнить задания по 2 модулям, разобраться с механической частью двигателя и провести диагностику его систем. Победители отборочного тура представят Алдан на региональном чемпионате WorldSkills Россия, а самого перспективного специалиста предстоит определить экспертной комиссии, состоящей из преподавателей и специалистов-практиков. Степень сложности у нас с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В принципе, все участники пока справляются с заданиями, показывают довольно-таки неплохие результаты, как наши студенты, так и участники своего предприятия. Честь представить район на региональной арене в компетенции сварочные технологии представится одному из 3 студентов политехникума, тому, который выполнит задание наиболее профессионально. Сейчас ребята подготавливают детали, с которыми предстоит работать. В вытачивании небрежность неприемлема, требуется определенная сноровка. Конкурсное задание включает 1 модуль, охватывающий разные виды сварки – ручную, полуавтоматическую и аргонную. Выполнять задание участники будут в течение 3 дней. Мастерство и профессионализм будущих сварщиков оценивают эксперты, преподаватели техникума и специалисты предприятий района. А в результате должны получиться вот такие модули. Смотрел те задания прошлых лет, то есть думаю, что ребята с прошлых годов они справились, и в этом году тоже ребята справятся. Не считаю, что сложно, но для их возраста, конечно, нужно будет маленько приложить ума, подумать, как это сделать правильно и поточнее. Я уже не первый год участвую в соревнованиях, в Красноярске участвовал в соревнованиях. Даже у меня был опыт во всероссийских соревнованиях, в Москве участвовал. Как бы это полезно, то есть люди между собой общаются, то есть обмениваются опытом. Перепись проводят во всех районах Якутии. Многие свой гражданский долг выполняют посредством интернет-площадки портала госуслуг. Но линчане предпочитают традиционный метод. Вместе с переписчиком к жителям Ленска отправилась и наш корреспондент Анна Кожевникова. Здравствуйте, перепись населения. Здравствуйте, проходите. В Ленске стартовало долгожданное событие всероссийского масштаба – перепись населения. И впервые за всю историю она проходит в цифровом формате. Теперь переписчик снабжен планшетом, где вся информация заносится сразу в базу данных. Вопросов немного, около 40. И можно отвечать не на все. Документов для прохождения переписи не требуется. Мы не заинтересованы в том, чтобы собрать какую-то с них информацию, а нам важно количество человек. Люди идут хорошо на контакт, в большинстве своем. Есть, конечно, встречается и агрессия. Всякие бывают ситуации, может быть, день неудачный был. Во времена обострения случаев мошенничества люди с опаской относятся ко всем, кто без приглашения стучится в дверь. Но у переписчика есть отличительные опознавательные знаки: фирменная жилетка, планшет и, главное, удостоверение, которое действительно с паспортом. Ленчане по-разному реагируют на такого гостя. Но на участке, которые обошли мы, большинство жителей были настроены доброжелательно. Считаю, конечно, это нужно для статистики, для государства полезная вещь. Лучше человек на дом, когда приходит, все равно контакт более и проще, намного проще. Перепись можно пройти и самостоятельно на портале госуслуг. Если основной этап идет с 15 октября по 14 ноября, то на сайте эта процедура завершится 8 ноября. Первое отличие это у нас получается то, что перепись проходит на электронно-цифровом носителе. Увеличился срок прохождения переписи. И новшество – это то, что можно перепись пройти на госуслугах. На сегодняшний день это является одной из самых важных мероприятий в масштабах нашей Российской Федерации. Поэтому призываем всем
исполнить свой гражданский долг и пройти перепись. Не желающие открывать дверь незнакомым людям могут посетить стационарные пункты. Их в Ленске 8. В бизнес-инкубаторе, отделе статистики, детской библиотеке, офисе «Мои документы», отделе переселения, вечерней школе, а также в микрорайонах. В Мухтуе в спортзале «Темп» и библиотеке микрорайона Алроса. Для всех создана альтернатива выбора. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. В мае следующего года в Аралахе откроют музей. Его посвятят памяти переселенцев из села Той-Хая. В 60-е годы поселение затопили для строительства Вилюйской гидроэлектростанции, а 500 жителей переселили в другие села Мернинского района. В настоящее время остались 160 переселенцев, 120 проживают в Аралахе. Чтобы сохранить память и исторические сведения о селе Той-Хая, Дарья Габышева, жительница Аралаха, решила организовать музей. Подала заявку на конкурс президентского фонда культурных инициатив и победила. На реализацию проекта получила почти 1,5 миллиона рублей. Этого хватит на ремонт помещения в здании поселковой администрации, покупку музейного оборудования и реставрацию картин. Еще около 700 тысяч рублей на условиях софинансирования предпринимательница внесет сама. Сейчас Дарья и ее дочь собирают экспонаты. Желающие передать в будущий музей экспонаты и исторические сведения могут связаться с Дарьей по телефону или написать сообщение в Инстаграм. Примем в наш музей экспонаты, книги, какие-то исторические сведения, картины, посуду. Вот в данном случае у нас сложена берестяная посуда. Мы с радостью их примем и бережно сохраним в нашем музее. В завершении о спорте. Якутянин Михаил Иванов проиграл в стартовом поединке чемпионата мира по кикбоксингу. Соревнования проходят в Италии. Накануне Иванов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, по итогам 3 раундов уступил Рамику Жасмину из Боснии и Герцеговины. Таким образом, он выбыл из дальнейшей борьбы за медали. Сегодня свои выступления на чемпионате начнут еще 2 якутских файтера. Вадим Колтовский в весе до 57 сойдется с французом Идилом Амдель-Каримом, а Петр Васильев в весе до 51 килограмма встретится с Нурсултаном Нужубаевым из Казахстана. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.